Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Английское правосудие впервые публично допустило возможность личной ответственности Владимира Путина за отравление в Лондоне беглого сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Дознание установило, что Владимир Путин и Николай Патрушев лично санкционировали это убийство. Детей граждан России в Киргизии, как говорят, продали на органы. Российские телеканалы убеждают своих телезрителей в том, что в Кыргызстане цыгане разбирают на органы русских детей. В самой республике говорят, что это очередной пропагандистский фейк. Это такой абсурд. Это совершенно ничем не подтвержденные данные. В Москве неконтролируемый обвал рубля. Каждый день он обесценивается почти на 5%. На биржах паника, а власти пока в падение верить отказываются. Мы помогаем Сирии, мы помогаем Донбассу, мы взяли под себя Крым. Такое ощущение, что у нас нет России. Сквозь метели и холода. Аномально холодная снежная погода обрушилась на тысячи сирийских беженцев на Балканах. Этот путь очень тяжелый, мы все очень устали. Погода ужасная. Но что мы можем сделать? Ученые открыли новую 9-ю планету Солнечной системы. Она в 10 раз больше Земли, но увидеть ее невозможно. Официального названия у планеты пока нет. Там есть гигантская планета, масса которой в 10 раз больше массы Земли. Президент России Владимир Путин может быть лично причастен к отравлению бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом говорится в докладе Высокого суда Лондона. По мнению британских судей, Путин предположительно одобрил это убийство. О роли Путина в этом преступлении представители английского правосудия официально заявили впервые. Непосредственными исполнителями, говорится в документе, были бизнесмен Дмитрий Ковтун и бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой, действовавший по указанию третьих лиц, которые сегодня были названы вслух. Александр Литвиненко, сотрудничавший с британскими спецслужбами, напомним, умер от отравления полонием в ноябре 2006 года в Лондоне. Радиоактивное вещество киллеры подсыпали ему в чай во время встречи. Сразу после сегодняшнего заседания супруга Литвиненко Марина заявила, что давно ждала выводов дознания. Председатель суда установил, что ФСБ России направила Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна убить Александра Литвиненко. Дознание установило, что Владимир Путин и Николай Патрушев лично санкционировали это убийство. Я призываю к введению экономических санкций и наложения запрета на въезд в Великобританию всех причастных лиц, включая Путина и Патрушева. О причастности Путина к громким убийствам в России, в частности журналистки Анны Политковской, за месяц до своей смерти говорил и сам Литвиненко. Вот фрагмент его пресс-конференции, проведенной в октябре 2006 года. Здесь прозвучал прямой вопрос, кто убил Аню. Я даю прямой ответ. Аню убил господин Путин, президент Российской Федерации. Она мне сказала, что угрожал Путин. Он ей передавал угрозы через Хакамаду. Я прекрасно знаю, что в России журналиста уровня Анны Политковской может убить только один человек. Это Путин, больше никто. Подозрения британских судей сразу же очутились на первых полосах британских газет и в заголовках теленовостей. Журналисты «Таймс» допустили, что доклад действительно может стать причиной новых санкций в отношении России. Обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмар о реакции британской прессы. Это еще неизвестно, если будут новые санкции или нет, поскольку есть разногласия внутри правительства Великобритании. Есть некоторые люди, которые очень хотят новые санкции, поскольку это было убийство граждан Великобритании на территории Великобритании. Министерство иностранных дел Великобритании не хотят санкций, поскольку я понимаю, потому что они считают, что им нужен Россия в регуляции конфликта в Сирии. Я считаю, что убийство Литвиненко в ноябре 2006 году это разделило Россию. Это был переломный момент. До этого можно говорить, что Россия был проблематический партнер Запада, а после этого Россия стала как преступное государство. Но я не считаю, что этот доклад будет переломный момент сейчас. Во-первых, Россия будет просто плевать на этого. Это очевидно, это уже видно. Кроме этого, тоже есть Сирия, есть Донбасс, есть Украина, есть столько других проблем и другие пункты контакта между Россией и Западом. Поэтому это не будет иметь какой резонанс. Появилась и первая реакция российского МИДа на обвинение в адрес Владимира Путина. Все это стало логичным итогом
псевдосудебного, квазисудебного процесса, который был разыгран британским судом и исполнительной властью, что уже само по себе является, мягко говоря, противоречивым. На самом деле, можно сказать, и вполне можно сказать и преступным. Цель была одна. Она была очевидна с самого начала: очернить Россию, очернить ее официальных представителей, ее руководство. В Алмате продолжаются протесты валютных ипотечников. Проблемные заемщики ипотечных кредитов опять атаковали офисы коммерческих банков. Участники акций были одеты в накидки серого цвета, символизирующих, как они говорят, отношение банков к заемщикам ипотечных кредитов, для которых они стали серой массой. Заемщики требовали реструктуризации их долгов за жильем. С их слов, возврат взятых в долларах кредитов стал для них непосильным после девальвации тенге, в которой они винят власти. Протестующие сожгли свои повязки зеленого цвета, которые, по словам участников акции, обозначают рабскую кабалу, в которую их якобы загнали банки. Вы к нам относитесь как к серой массе. Мы, в конце концов, не серая масса. Мы все-таки люди, личности. Революцию что ли хотите? Сволочи! Хватит провоцировать людей! Напомним, что нынешний протест, кадры которого попали в новостные выпуски мировых новостей, не первый. Всего несколько дней назад заемщики также ворвались в казахстанский Фортебанк и забросали его сотрудников нижним бельем. Тем временем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о досрочных выборах в парламент. Они назначены на 20 марта текущего года. Назарбаев считает, что инициатива депутатов распуститься на год раньше положенного срока пользуется широкой поддержкой населения. Об этом заявил Институт евразийской интеграции, который провел опрос общественного мнения. В нем участвовали 615 человек. На основе их ответов был сделан вывод, что 96,3% казахстанцев согласны с тем, что досрочные выборы в парламент стране жизненно необходимы. В соответствии с требованием Конституции страны, мною проведены консультации со спикерами палат парламента, премьер-министром, председателем Конституционного совета. По их итогам принял решение поддержать инициативу депутатов Маджлиса. Убежден, что обновление представительной ветви власти в интересах страны и народа. Политические партии должны выдвинуть грамотных, деловых, преданных интересам страны кандидатов, которые способны понять задачи сегодняшней повестки дня. Очередной фейк от российских СМИ. Сразу два федеральных телеканала в прайм-тайм рассказали, что в Кыргызстане якобы были спасены русские дети, которых родители продали цыганам на органы. В сюжетах «Вестей» и Первого канала особо подчеркнули, что детей от черных трансплантологов спасли сотрудники российского посольства в Бишкеке. Но, как выясняется, эти так называемые репортажи оказались вымыслом журналистов из России. Подробности в расследовании нашего корреспондента Джибек Бегалиевой. Российским дипломатам в Киргизии удалось... Эту страшную историю в начале года рассказали все российские СМИ. Якобы в Кыргызстане гражданский муж россиянки продал ее детей на органы. И по сообщениям тех же телеканалов, спасти мальчика и девочку удалось сотрудникам российского посольства. Дипломаты вывезли детей в Новосибирск. Сироты были проданы сожителям матери цыганам, которые пытались также по оперативным данным, по нашей информации, вывести незаконно детей из Киргизии. В Бишкеке тем временем недоумевали. Никто про этот случай не слышал. Заявление в МВД не поступало, об этом не знали и ни в одном местном СМИ. Даже спустя 3 недели взять хоть какой-то комментарий у представителей дипмиссии не удалось. К сожалению, категорически нет. Вчера просто тоже звонили ваши коллеги. Он сказал, что пока комментариев нет, следите за официальными сообщениями. Ничего не удалось узнать и от регионального корреспондента ВГТРК, который посол России давал интервью. Вы понимаете, что вот этот мальчик, конкретно 5-летний малыш, он уже был заказан и оплачен на органы и конкретно на голубые глазки. Для того, чтобы разобраться в ситуации, едем в село, где жили дети. Соседи подтверждают, да, жила здесь семья. Алексей Попов и Наталья Романенко с детьми. Последняя, кстати, часто пила.
Нормальная была семья. Не видел, чтобы он бил ее. Мы же соседи, все видим. Рассказывают, что когда Аню и Тиму показали в новостях, не поверили. Уж слишком много несостыковок. Во-первых, Тимофею Алексей оказался не отчимом, а родным отцом. В то, что сосед собирался продать на органы собственного сына, местные жители не верят. Оказалось, что дети в Кыргызстане оставались не одни. У Натальи был еще один взрослый сын. 22-летний Илья часто навещал брата с сестрой. Там еще какой-то старший сын, он пару раз приезжал и быстро уезжал. Я машину тоже не запомнила. То, что дети убежали от цыган и их укрыли соседи, вообще неправда, говорят в местном управлении соцразвития. Все это время Аня и Тима жили у знакомой своей матери, Елены Бажинской. Там они ждали дальнюю родственницу из Германии, которая обещала их усыновить. Сказали, что дети попрощанничали в декабре месяце. Если, как они могут попрощаничать около вблизи города Бишкек, если российская консул Антонова Анастасия Александровна их забрали 26 октября. Присутствует начальника ГОМ города Шопоков и представителей мэрии города Шопоков. В школе, где училась Аня, и ее старший брат до сих пор не могут отбиться от журналистов. Речь о том, что эти дети предполагались быть проданными на органы, это такой абсурд. На мой взгляд, это такой абсурд. Это совершенно ничем не подтвержденные данные. По словам корреспондента Первого канала, отец Тима находится под следствием. Его якобы подозревают в убийстве своей сожительницы. Однако в МВД ему никаких обвинений не предъявляли. Нам удалось связаться с Алексеем Поповым. Это ложь. Мы жили нормально, пока Наталья не покончила с собой. И потом жили нормально, у сестры мы нормально все жили, пока не влезли чужие люди. Милиция пока разбирается в ситуации. Никаких фактов о торговле людьми и тем более о продаже органов, кроме тех, что сообщили российские СМИ, у следствия пока нет. Дюбек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Это не первая история, придуманная российскими СМИ с начала года. На прошлой неделе федеральные телеканалы распространили леденящий душу репортаж о массовом изнасиловании русской девочки Лизы толпой мигрантов в Германии. И также выяснилось, что эта история была выдумана, а сопровождающее видео было 6-летней давности. Мой коллега Андрей Черкасов о том, как превратить проблему одной немецкой семьи в инструмент пропаганды. Начинаем с шокирующей новости из Германии. Мигранты начали насиловать несовершеннолетних детей. В эфире Первого канала многомиллионной аудитории рассказали, в Берлине мигранты выкрали и изнасиловали русскую 13-летнюю девочку Лизу. Женщина, представленная тетей пострадавшей, рассказала, племянница пропала по дороге в школу. Более суток ее удерживали насильники. Их было 3 человека. Они были из приезжих. История, сдобренная ужасными подробностями и бурными эмоциями, разлетелась по российским СМИ и не осталась незамеченной активистами, разоблачающими фейки. Уж больно новость похожа на очередного распятого мальчика. Летом 2014-го его придумал Первый канал, чтобы показать зверство киевской хунты. Позже оказалась история полностью фальшивая. Однако в этот раз в берлинской полиции подтвердили, девочка существует, а ее пропаже действительно заявляли. Подтвердили, что школьница действительно пропала в понедельник, а во вторник нашлась. Но вот об изнасиловании ни слова. По данным немецкой прессы, девочка после допроса изменила показания. Сказала, что села в машину добровольно, следов насилия при медицинском осмотре не выявили. Этим утром полиция еще раз официально заявила, что похищения и изнасилования не было. Родственники, а с ними и российские журналисты, возмущены. Говорят, полиция заставила девочку изменить показания, чтобы не связываться с мигрантами. По словам родственников Лизы, полиция попросту отказывается искать преступников. Свое возмущение Первый канал и Вести подкрепляют неким видео, на котором мужчина хвастается участием в групповом изнасиловании несовершеннолетней. У массового зрителя может сложиться впечатление, что герой в кавычках этого ролика и есть насильники русского подростка. Но вот только видео более 6 лет и никакого отношения к сегодняшней истории оно не имеет, доказали активисты. Неизвестно даже, мигрант ли в кадре вообще. Более того, распространили видео вовсе не хакеры из известной сети Anonymous, как утверждают российские СМИ, а мимикрировавшая под них страничка, регулярно рассказывающая о теориях заговора. Это, однако, не мешает российским медиа разжигать скандал. Первый канал рассказывает о всеобщей атмосфере страха и недоверия к властям. Звезда идет дальше. Устами будто местная жительница уверяет, подобное происходит по всей Германии. В отличие от берлинской истории, эти ужасы без единого доказательства. Насилуют детей,
девушки, женщины лежат в больницах, им отрезают уши, носы. Творится просто ужасно. Таким образом, инцидент, случившийся в одной берлинской семье, стал инструментом для российской пропаганды против всей Европы и ее миграционной политики. Далее в программе. В Москве неконтролируемый обвал рубля. Каждый день он обесценивается почти на 5%. На биржах паника, а власти пока в падение верить отказываются. Мы помогаем Сирии, мы помогаем Донбассу, мы взяли под себя Крым. Такое ощущение, что у нас нет России. Сквозь метели и холода. Аномально холодная снежная погода обрушилась на тысячи сирийских беженцев на Балканах. Этот путь очень тяжелый, мы все очень устали. Погода ужасная. Но что мы можем сделать? Ученые открыли новую 9-ю планету Солнечной системы. Она в 10 раз больше Земли, но увидеть ее невозможно. Официального названия у планеты пока нет. Там есть гигантская планета, масса которой в 10 раз больше массы Земли. Новое пике российского рубля. Он подешевел сразу на 5% за один только день. Центробанк резко повысил официальные курсы мировых валют до 83,5 рублей за доллар и 91 рубля за евро. Но уже после этого американская валюта пробила отметку в 85. На валютных биржах Москвы заметна паника. Там несколько раз в день обновляются исторические рекорды стоимости доллара. Однако российское руководство пока не считает это большой проблемой. С успокоительной речью сегодня выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Я не употреблял бы слово «обвал». Курс действительно меняется, курс волатилен, но это далеко не обвал. Куда больше обеспокоены валютные заемщики. Люди просто могут потерять квартиры и оказаться на улице. Взявшие ипотеку в долларах, так же, как и их казахстанские товарищи по несчастью, пикетируют банки. Решившиеся на протест несколько сотен человек требуют пересмотра условий кредита. Это уже не первый митинг. Заемщики добиваются перевода долга в рубли, начиная с осени 2014 года, когда доллар начал стремительный рост. Коммерческие банки по понятным причинам заемщикам отказывают. Сейчас ситуация такая, что мой ежемесячный платеж превысил мой заработок ежемесячный. И ситуация патовая. Если я даже сейчас отдам квартиру банку или продам ее как-нибудь, то я все равно останусь должен 8 миллионов. Банк вообще не идет ни на какие уступки, ни на какие переговоры. У меня 4 детей маленьких. Нас выгоняют из квартиры. То, что наше государство помогает всем, только не нам. Мы помогаем Сирии, мы помогаем Донбассу, мы взяли под себя Крым. А свои люди, которые... Такое ощущение, что у нас нет России. Беженцы с Ближнего Востока столкнулись с очередной проблемой на своем пути в Западную Европу. В балканских странах, через которые осуществляется транзит беженцев, в частности в Сербии, установилась очень холодная зимняя погода. Сотни выходцев из Сирии и других стран, охваченных войной, продолжают свое движение в Германию в экстремальных условиях буквально сквозь снежные бураны и метели. Многие из беженцев не выдерживают низкой температуры и заболевают. Особенно страдают дети, которым приходится идти пешком наравне со взрослыми. Этот путь очень тяжелый, мы все очень устали. Погода ужасная. Но что мы можем сделать? Но мы полны надежд. Сначала мы плыли на лодке, потом ехали на автобусе. И пока у нас есть цель, мы продолжаем свой путь. Между тем, сирийская государственная пропаганда показывает репортажи о возвращении беженцев в южные районы сирийской столицы Дамаска. Как сообщают правительственные телеканалы, люди после возвращения с чужбины домой не могут скрыть своего ликования. Я очень счастлив. Я мечтаю о том, чтобы все сирийцы могли вернуться домой. А Сирия стала безопасной страной. Я потерял своих детей и мой дом, но я вернулся. Нет ничего лучше, чем вернуться в свой родной город. Тем временем на востоке Сирии продолжаются бои за город Дайр-эз-Зор. Правительственные войска в окружении отбиваются от ежедневно штурмующих их позиций боевиков ИГИЛ. Напомним, что несколько дней назад террористы устроили резню в одном из пригородов Дайр-эз-Зора. Они убили более 300 гражданских лиц и 400 захватили в плен. Как сообщают местные СМИ, 100 из захваченных были отпущены террористами, а остальные 300 заложников также были убиты. Армия Сирии и их враги из ИГИЛ по очереди выкладывают в сеть видео боев за 200-тысячный город. Вы видите кадры действий правительственной армии и местного ополчения.
А это видео с пропагандистских сайтов террористов, осаждающих Дайр-эз-Зор. Как утверждается, это именно кадры последнего наступления ИГИЛ в этом районе, в ходе которого и были зверски убиты почти 600 членов семей военнослужащих армии Асада. Между тем, российская авиация, не переставая, бомбит позиции исламистов в районе боев, пытаясь разблокировать город. Это видео распространяет Министерство обороны России. Вы видите, как бомбардировщик Су-24 наносит удар мощными бомбами. А это последствия этого авиаудара. Их снимает с большой высоты специальный дрон-беспилотник. Также российская авиация пытается снабжать осажденный Дайр-эз-Зор продовольствием по воздуху. Жители города голодают, и было решено создать воздушный мост для их поддержки. Но из-за обстрелов боевиков ИГИЛ грузы приходится сбрасывать преимущественно ночью. Как правило, выброска производится в ночное время с выключенными огнями, потому что это очень опасная операция. Боевики регулярно обстреливают любые летательные объекты, которые подлетают к городу. Ну и для того, чтобы точно именно сбросить груз в назначенную точку, необходимо выброску производить на высоте около, не выше 3000 метров. Поэтому это очень опасная операция. В соседнем Ираке исламисты уничтожили один из древнейших христианских монастырей. Это удалось выяснить при помощи спутниковых снимков. На одном из них монастырь, история которого насчитывает 1400 лет, присутствует, а уже на другом, сделанном чуть позже, на его месте лишь груда развалин. Боевики ИГИЛ уничтожают на подконтрольных им территориях почти все архитектурно-исторические памятники, включая исламские. Ученые Калифорнийского технологического университета объявили об обнаружении 9-й планеты Солнечной системы. Саму планету в телескоп не видно, хотя она, как утверждают ученые, больше Земли в 10 раз. Но косвенные доказательства ее существования для них несомненны. Подробности в репортаже Рейтер. По милости ученого Майкла Брауна, Плутон в 2006 году потерял статус планеты. В нашей Солнечной системе их осталось только 8. Кажется, астроном решил компенсировать ущерб. В среду Браун и его коллега Константин Батыгин из Калифорнийского технического университета заявили, они получили косвенные доказательства наличия в нашей галактике еще одной, 9-й планеты. В телескоп ее никто не видел. Есть доказательства косвенные. Ученые обратили внимание, 7 объектов в поясе Коплера, в нем находится и Плутон, движутся в одном направлении. При этом их орбиты формируются таким образом, что тому есть только одно объяснение. Их держит вместе гравитационное поле большой планеты, говорит Майкл Браун. Мы нашли единственное объяснение этим странным процессам на краю нашей галактики. Там есть гигантская планета, масса которой в 10 раз больше массы Земли. Она находится от Солнца дальше, чем Нептун, и вращается по эллиптической орбите. Мы ее пока не видели, но обнаружили ее гравитационное воздействие на часть нашей Солнечной системы. И мы знаем, что она там. Начинаем поиски. По данным ученых, планета Икс находится примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун, а он вращается примерно в 4,5 миллиардах километров от звезды. Из-за того, что она так далеко, на поиски могут уйти годы, но Брауна это не огорчает. Каждый астроном захочет увидеть 9-ю планету первым, и это будет действительно волнующий момент. Теория, пусть и весьма убедительная, станет истиной. Это изменит и учебники астрономии, и детские книжки. Даже такие вещи, как коробочка, в которой моя дочка носит обед в школу, на нем тоже нарисованы планеты. Эти картинки повсюду. Они часть нашей культуры. Им пришлось убрать Плутон, но теперь вместо него надо будет опять добавлять 9-ю планету. По словам Брауна, в мире есть много телескопов, с помощью которых ее можно найти. Компания по поиску уже стартовала. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.